Таджикистан по индексу безопасности женщин выше Узбекистана и Кыргызстана. Но правда ли это? И какая ужасающая ситуация у нас в стране? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Таджикистан занял 90-е среди 177 стран мира в индексе мира и безопасности женщин. Среди стран Центральной Азии республика расположилась посредине. На первом месте оказался Туркменистан, занявший 58 место, на втором Казахстан, 70-м местом. После Таджикистана расположился Узбекистан, который занял 94 место, а худший результат среди стран Центральной Азии у Кыргызстана, 95 место. Россия заняла 56 место, США оказались на 37-м, Китай на 82-м, Турция на 99-м, Южная Корея на 30-м, Иран на 140-м. При подготовке этого индекса его авторы учитывали ситуацию в странах по 13 показателям, распределенным по 3 категориям: инклюзивность, образование, доступ к финансовым услугам, трудоустройство и тому подобное, справедливость, отсутствие правовой дискриминации, доступ к правосудию, материнская смертность, предвзятость и безопасность, уровень насилия со стороны интимного партнера, восприятие женщинами своей безопасности в обществе, политическое насилие в отношении женщин и близость к вооруженному конфликту. При подготовке индекса в качестве источника использовались данные агентства ООН, Всемирного банка, опросы и другое. Авторы подчеркивают, что страны, где женщины чувствуют себя хорошо, как правило, процветают, более миролюбивы, демократичны и лучше подготовлены к адаптации к последствиям изменения климата. А верите ли вы, что у нас настолько неплохая ситуация? Ведь, согласно данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, случаи торговли людьми в республике за 9 месяцев текущего года выросли в 2 раза, и основная их часть были женщинами. Об этом также говорилось 26 октября в Душанбе на Республиканской научно-практической конференции по вопросам торговли людьми, сообщает МВД Таджикистана. Отмечается, что в январе-сентябре этого года зарегистрировано 42 случая торговли людьми, тогда как в аналогичный период прошлого года было всего 21 случай. Участники конференции говорили о путях решения проблемы с учетом опыта других стран в этой области, включая меры по предотвращению и защите жертв торговли людьми. Как правило, торговля людьми – одна из современных форм рабства, имеет международный характер и требует согласованных действий со стороны различных государств. Были сформулированы научные и практические рекомендации для более эффективной борьбы с такого вида преступлениями, подчеркивая важность сотрудничества и обмена знаниями между соответствующими ведомствами в этой области для создания безопасного будущего. Таджикистан активно участвует в борьбе с этими негативными явлениями и внедряет ряд значительных и конкретных мер для их преодоления, передает МВД. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, можно ли это как-то предотвратить или ситуация будет только ухудшаться, учитывая, в какое нестабильное время мы живем, кто наши соседи и тому подобное? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.